Оперативная группа Республиканской службы спасения накануне вернулась из поселка Танда Усть-Алданского района, где велись поиски пропавшего ребенка. В общей сложности спасатели работали в районе 3 дня. Вместе с ними в зоне спасательной операции была наша съемочная группа. Подробная хроника поисково-спасательных работ в сюжете Афанасия Николаева. Группа якутских спасателей прибыла в селение на следующее утро после пропажи ребенка. Поиски начинаются с того места, где мальчика видели в последний раз. Вот здесь видел прямо, да? Первыми по свежему следу 4-летнего ребенка выходит поисковая собака Петра и кинолог Максим Белодедов. Овчарка уверенно ведет нас от дороги к реке. Петра крутится все больше возле речки. Как видите, она очень глубокая, течение сильное, так что есть опасения, что ребенок мог зайти в воду и утонуть. Страшную догадку подтверждают следы мальчика. Они ведут в реку, а обратно нет. Местные жители уже обследовали участок русла кошками, но тем не менее принято решение вызвать из Якутска водолаза. Значит, где-то здесь должен быть. Пересечь там может. Где? Где? С дороги, на развилку, если ушел сюда, да? Между тем, спасатели и почти сотня волонтеров продолжают поиски в окрестностях деревни. Проверены все аласы и участки тайги к северу от Танды на протяжении 4 километров. До самой темноты поиски ведутся на автомобилях, конными группами и пешими звеньями. После захода солнца в дело вступает беспилотник с тепловизором. Готов! Термокамера способна уловить малейший источник тепла на уже остывшей земле и в лесу. Мы надеялись, что ребенок жив и его можно заметить с воздуха. Уже через 20 минут подозрительная тепловая сигнатура совсем недалеко от деревни. Кромки леса в 100 метрах. Вот она, маленькая термоточка. Нет, это не маленькая Нет, вот она. По наведению с воздуха через считанные минуты мы вышли к источнику тепловой сигнатуры. Ну вот эта вот термоточка, это она, мы на нее смотрим. Это теленок, будь он не ладен. Ясно, принято. Ночью в селение прибыли водолазы Республиканской службы спасения. С утра они начинают проверку русла реки от точки, где были обнаружены следы ребенка. Речка Танда очень глубокая, до 2,5 метров. Подозрение вызывает завал сразу после поворота. Там тело малыша могло зацепиться за дерево. Водолаз Петр Тимофеев начинает обследовать участок и уже через минуту обнаруживает пропавшего. Немедленно на берег вызывается следственная оперативная группа. Работа спасателей завершена. Штаб, берегу, ответьте, ребенка нашли. Ребенок утонул, водолаза извлекли. Ну я на него, получается, наткнулся, на руку егошнюю нащупал. Сначала думал деревяшка, потом почувствовал, что какая-то мягкая, начал к себе подтаскивать, увидел лицо под водой. Ну все, дал этот запасной сигнал и вышел на поверхность. Тело малыша отправлено на судмедэкспертизу в Барагон. Они установят, была ли смерть ребенка криминальной. Афанасий Николаев, НВК «Саха», поселок Танда, Усть-Алданский район.